Так, пацаны, всем здорово. Сегодня пятница, очередной день в такси. Мы уже выполнили 5 заказов на 1700. Вот. Сегодня холодрыга, минус 14, по факту, наверное, все минус 20. И здесь так воняет дерьмом, а я уже, блять, наверное, раз 20 записываю начало. Поэтому погнали зарабатывать бабки. Блять, стою, жду уже 3,5-4 минуты почти платного ожидания. Блин, написал пассажирке, не знаю кто там, вас ждать. Ответа нихуя не последовало. Писец, короче. Не люблю ждать пассажиров, вообще ужасно все это, блять. Это платное ожидание, но толку от него нихуя нет. Копейки сущие. Короче, ладно, пождем сейчас еще до 7 минут. До 8. А, не, вышли, вон они. Так, ну что, мы на Советской. 17 минут и 483 рубля. Девушка пошла учиться. Так, ничего не прилетело. И, твою мать, как обычно, вот, блядь, в тот момент подъезжаю, когда поток машин начинает херачить, блядь, как... Нет, как сумасшедшие, блядь, одна за другой. Так, наверное, вернемся в ту сторону. Сейчас проезжали, такая авария там по Ленинградке, блядь, в сторону Рио. Ужас вообще, просто четырка там, ее просто разнесло в мясо. И Мазда. Двое детей, укутанных пледом, стоят. Не знаю, там взрослая женщина, мать, не знаю, не мать, кто там. Они обнялись, укутанные, стоят. Ну, вообще ужасно, короче. Ну, соответственно, непонятно, как там все это произошло, потому что траектории такие. Так. Что, берем? Блин, разворачиваться надо, блядь. Как обычно, это заказ в жопу, ёпта. Ненавижу, блядь, когда он так делает. А делает он так довольно часто, блядь. Ладно. Едем на заказ. Кстати, сегодня по поводу... еще хотел рассказать, я вчера раскаточный денек был, и меня вчера наебали. Женщина отправляла сына то ли в лицей, то ли в школу. В школу, по-моему, там, ну, в учебное учреждение. И все быстро, она торопилась. Его посадила, телефон номер мой записала. А записала на его телефон, блядь. Потом позвонила ему во время пути, а ехал он один. Цифра там 263 рубля, по-моему. И факт того, что позвонила, типа, куда перевести, на какой банк, туда-сюда. Все это сыну, он ей номер продиктовал. И перевода так и не пришло. Я его высадил, уехал. Написал в поддержку, что проблемный пассажир, проблемы с оплатой. И так до сих пор ничего, никакие переводы не пришли. Наебали. Вот, на Нефтяге это было, и было на Институтской 13. Вот. Так что кто с Ярик, тот знает. Ехали они, по-моему, на Гоголе 5. Да. Поддержка, кстати, написала, что-то промокод на час, что ли, без комиссии Яндекс дала. Ну, хоть что-то. Как-то так. Ладно, едем забирать пассажира. Так, моя пассажирка, девчонка, молоденькая, маленькая, шебутная такая. Что-то там все шевелилось на заднем сиденье, не знаю, что она там делала. Я оглянулся, она что-то уперлась головой в сиденье, в переднее. Хрен его знает, короче. Так, ну что, сегодня часиков до 7, до пол-8 поработаем. Дома там тоже дела надо поделать маленько. Так что, кстати, тем временем пришел следующий заказ по К-плюсу с плюс 100 рублями. Едем. Так, пассажир потопал. Мы на Мирный, Красный Бор. 16 минут, 590 рублей. Такая хрень, короче, произошла.
короче, пассажир. Там у них на районе, вот именно на том, где я его забирал, очень... Чего очень? Блять, короче, интернета там нихуя нет вообще. И до этого-то его там не было. И в связи с нынешней ситуацией его, короче, там вообще нет. Никогда, мне кажется, его там не было. На этой промышленной. Суть в том, что я нажал «Поехали». А у меня не прожалась же клавиша. Ну, как бы она прожалась, но не прогрузилась. Вот, и там платное ожидание. Он говорит: у вас что, интернет пропал? И я говорю: ну да. Я говорю: сколько там платного ожидания-то? И я сам вижу, что там 16 рублей платного ожидания. Он такой говорит: да, наверное, рублей 20. Я говорю: ну и могу, типа, вернуть. Он такой: да ничего страшного. Я говорю: ну ладно. Ничего страшного, тут ничего страшного. Я ж не виноват, что там, блядь, интернета нет. Вот. Такая хуйня бывает тоже. Зачем интересоваться, если ты знаешь о том, что там нет ни хера интернета? Ну, о чем говорить, я же не забыл, и тем более, ну, по приложению все видно. Короче, ладно. Суть не в этом. Ладно, я на следующий заказ там по комфорту с плюс 50, по-моему. Так, 444 рубля 15 минут, и мы в пассажирах, и мы на Париге. Парижская коммуна. Че, заказ не прилетел следующий, так что можно съездить обоссать кого-нибудь. О, прилетел. 500 метров. Отменили сразу же. Почему-то вот сзади девчонка там какая-то была, почему-то кажется, что это она вызывала с телефоном, там тыркалась. Ладно, как раз время. Время есть. Так, что, пассажиры, заказ с главного 18 минут, по К+, желтый К+, 382 рубля. Как-то так. Пассажиры ехали, короче, обсуждали, как они ухаживали за автомобилем отца. Отмыли, масло поменяли, там комплексная мойка, фары отполировали. И я думаю, охренеть. Чувак, отец их не приедет и не узнает, блядь, машину-то. Говорят, там чехлы, говорит, спереди, говорит, такие, говорит, они тряпочные, грязные, блядь. Их надо, говорит, стирать. Ну, может, говорит, не высохнут. Я, блядь, думаю, что тряпочные чехлы, если уж они долгое время там на автомобиле, тем более пыль, грязь и вся вот эта шелуха ебаная. Короче, проще выкинуть и новые купить, чем что-то их стирать, сушить. Короче, такие дела. Что, заказа нет ни хера. Причем вы приехали в зону спроса, ну, нормального, причем. От 310 рублей должно быть заказа, но их нет. Так, мы на улице Кавказской. 30 минут и 716 рублей. Заезжали в Мамуку, ну там точка была проставлена. Вот, по пути оттуда с Институтской 19 и на Кавказскую, короче, как-то так, полчаса. Вот. Че, считаю, что мало для этого заказа, вроде как бы. Хотя, в принципе-то, да нормально. Был, кстати, К+, это, не помню, говорил, нет. Че, ждем следующего заказа. Пацан, кстати, быстро сбегал. Я думал, какое-то еще будет ожидание. Ну, в Мамуке. А он за 2 минуты управился. Короче, ничего не насчиталось больше. Печалька, ёпти. Пассажир пошел. Вот такой заказ по комфорту. Ёпта, 12 минут.
И 250 рублей, короче. Вообще полная Ж. Жопа, да. Или Г. Говнище. Как-то так. Следующий заказ вроде как бы прилетел, если еще не отменили. Да здесь интернета нет. Ни хера. И он мне маршрут ни хера не показывает. Печалька. Ну ладно, поехали. Приблизительно понятно. Все показывает. Помчали на следующий заказ. Так, что мы в РЖДшной поликлинике ехали 30 минут и 548 рублей. Ну, что-то пронеслось так хорошо, прям быстренько. Потому что, как бы, разговорились. Приятная женщина в возрасте. Ай, что-то обо всем, о жизни, о том, о сём. Она о своих детях обо всех рассказала. Чё да как, кто чё как. Короче, приятная беседа, так сказать. Нормально. Пойдет. Следующий заказ, кстати, там по Каплюсу желтый. Блин, причем ехал сюда, ебать. Было все прям, светилась вся карта. Вся в малине была. Доехал, первый белый заказ я его отменяю. Второй белый заказ, я говорю, ну что ж, придется взять. И, короче, картину поменял. Все, весь центр уже не такой, как раньше. Как-то так. Ладно, мчим на заказ. Монокорабельный. Что там? Цифра там 416 рублей. Короче, такой себе, я, если честно, в пробке там постоял. Ну, да и вообще. И пассажир не очень напрягает, когда, блядь, нахуя ты свои тиктоки смотришь с полностью включенным звуком? Не знаю, там наушники вставь, или когда выйдешь, посмотришь, или потише сделай. Блять, они орут, я ебу. Аж голова заболела. Ну и там проблема с переводом, блять, не переводом, а поменялся способ оплаты. Ну, короче, такое себе. Такое себе. Ладно, нам там заказ уже следующий прихуярил. Плюс 110 по комфорту. Поехали, заберем. Смотрите, интересная какая история. Чувак стоит типа вот здесь, а точка вон там. Но мы поедем как по точке. Поебать, если ты здесь стоишь. Так что едем забирать пассажира. Ну чё, отвратительный заказ. 35 минут аж. 2 точки. Ну попутно, правда. Ой, точно. Ну, короче, конченый, есть честный заказ. Мне не понравился. 3 мадамы огромные. Ну как огромные, может быть их там шубы их не полнят. Ну или хуй его знает. Короче, как будто они сели и заняли все пространство, блядь. Меня это напрягает. Вот. Как-то так. Ну, не понравились пассажирки. Да и сам заказ такой себе. Вот. Приехали на следующий. Ах. Дворнички как поскрипывают. На улице минус 15. Ой, 13,5. Ладно, забираем пассажиров. Везем, и нам осталось часика полтора-два поработать. И будем выдвигаться ближе к дому. Так, мы на Мирной, вон моя пассажирка пошла. Здесь шлагбаум. Так, и цена за 30 минут у нас 800 рублей. Теперь отсюда бы выбраться, такое немаловажное. Потому что здесь как будто все в одну сторону едут. И по-другому никак не едут. Так что надо как-то потихонечку задом
Задом. Только часто нельзя задом сдавать, ребят. Вообще задний не имеем, еба. В этом случае только надо. Ну вот как ты, блядь? Фуф, бля, ну такие, сука, обмороки, ебать, как ты встал, нахуй. Ну, короче, как-то так. Ух. Теперь разворачиваемся потихонечку. Я тут вообще всех перегородил. И прям вперед, вперед, только вперед. Кстати, надо сейчас бы поставить кнопочку, которая называется кнопочка «Домой». О, ребят, колесо отъехало. Так, ну чё, прям почти у дома уже. Чё, мне прилетел заказ домой, К+. Ну я его нахуй отменил. Причем с-за Волги, и подача была 200 метров. Ну, потом пожалел, конечно, по К+, но он был желтый. И там так горел КФ сумасшедший. Блять, короче, пожадничал. Вот, и по итогу еду пустой домой. Думал, что, может, в центре что-то даст. Хрен с два, короче. Вот, по итогам 20 заказов, 7400 денег. Как-то вот так вот. Ну ничего, я считаю нормально. И тем более я вышел в начале 9-го, у меня первый заказ упал только. Потом еще съемка, дела. Туда-сюда час-полтора можно выкидывать. И время сейчас 7. То есть я даже 12 часов не отработал. 10, да, меньше 10 часов. Нормально, нормально. Считаю нормально. Так что едем домой. Всем добра, всем пока.